Здравствуйте, дорогие подписчики, вы на канале Bye. Сегодня мы продолжаем нашу рубрику рассказы охотников и рыболовов. Сегодняшний наш рассказ будет называться «Посвящение к большой охоте». Этот рассказ поведал нам Александр Аргунов. В отдаленном маленьком селе Кудукёль, Киндигир по-другому, расположенном на левом берегу реки Алекма на юге Якутии, проживают потомки эвенков, кочевников, таежных якутов. До недавнего времени основу жизнеобеспечения и традиционного уклада их жизни составляло оленеводство и охотничий промысел. Этот уклад жизни передавался из поколения в поколение на протяжении веков. Тайга для этих людей была матерью, она всегда кормила и одевала их, и без которой они не мыслили свою жизнь. Бережное отношение их предков к родной природе сохранило до наших дней своим потомкам природу этих мест в первозданном виде, целостности и чистоте. Мой рассказ будет об одном курьезном случае, который произошел с моими друзьями, жителями села Кудукёль, во время охоты в одном из притоков реки Алекма в 2008 году, где я сам неоднократно побывал и хочется вновь туда вернуться. Стоял конец октября, зима потихоньку вступала в свои права, снег уже давно покрыл землю своим пушистым одеялом. Река Алекма почти замерзла. Охотничий люд, кто на снегоходах, кто на ездовых оленях и лошадях, уже давно покинули обжитое место. Наступил очередной промысловый сезон. Охота на копытных шла полным ходом, а на пушного зверя, соболя, все только начиналось. Максим в этот сезон вышел в тайгу с большим опозданием. Раньше он всегда в середине сентября уже находился на своем охотничьем участке. До сезона охоты на пушных зверей он охотился на копытных. На лося обычно принято выходить пораньше, чтобы добыть упитанных зверей до начала их массового гона. А этот период обычно длится недолго, примерно до конца сентября. Если успеть добыть за это время сахатага, то нередко толщина сала в области крупа у некоторых животных достигает до 4-5 пальцев в этот период. Туша добытого зверя, оставленная на лабазе, не портится, так как холодная погода в этих широтах наступает рано, и ночами наблюдаются заморозки. В этот сезон Максим вышел на охоту с двумя спутниками. Один молодой, который еще ни разу не бывал на охоте на крупного зверя, умеющий стрелять только по уткам и зайцам, а второй пожилой охотник, у которого тайга – это дом родной, отдавший всю свою жизнь промысловой охоте. Но на этот раз он вышел на охоту в качестве повара и только полюбоваться природой родной земли. После ночевки первой избушки на берегу Алекмы охотники на вьючной лошади поехали дальше ко второй, которая находилась вверх по притоку реки. Традиционные места гона лосей находились именно там. Сахатые обычно концентрировались в верховьях мелких рек. Проведя ночь во второй избушке, они поехали дальше вверх по ключу. Там охотники должны были остановиться в охотничьей брезентовой палатке. День кончался, вечерело. 4 охотничьих собак то появлялись, то исчезали с виду. И вдруг вдалеке серенадой прозвучал их дружный лай. Лай собак доносился с высокого участка долины речки. До них от силы было по прямой 1,5-2, не больше. По характеру лая собак сомнений никаких не было. Это зверь. Медлить было нельзя. Зверь мог уйти, да и стремительно наступали сумерки. Надо было успеть добыть зверя до наступления темноты. Решено было отправить молодого охотника в одиночку добыть лесного великана, как он сам этого хотел. К этому времени сумерки спускались все гуще. Прочитав молодому охотнику краткий инструктаж, Максим
со стариком поехали дальше, на место стоянки, вверх по ключу. Молодой, закинув на плечо карабин, не спеша побрел в сторону лая собак, а сумерки тем временем все сгущались, наступала темнота. Волна дружного лая собак шла с одного места, видимо, зверь крепко стоял на одном месте. Когда охотник приблизился к месту намеченной цели, было уже совсем темно. Мрак сгущал при этом еще окружающий со всех сторон темный лес. Направив ствол ружья в сторону предполагаемого врага, молодой охотник стал подкрадываться к зверю. Он подошел к своим собакам на расстоянии 10 шагов, но ничего не было видно. Он заметил только мелькающий в темноте силуэт одной единственной собаки с белым окрасом среди черных, а остальных темных 3 и зверя он не видел. От громкого лая собак забивало уши. Держа на изготовке карабин, молодой стоял и прислушивался. Но постороннего шума не было, кроме лая верных друзей. В этот момент вдруг послышался треск сучьев и веток, и перед ним во мгновение ока из кромешной тьмы появились идущие к нему лоб в лоб огромные рога лося. Нажатие курка произошло автоматически. Одновременно с выстрелом он тут же опрокинулся спиной на землю. Грозный зверь, задев его рогами, прошел над ними и, к счастью, видимо, с разгону не подмял человека под ногами. А разъяренный и гонимый собаками со всех сторон лось, пройдя некоторое расстояние, повернул обратно к поверженному противнику, чтобы окончательно добить его. Опрокинутый лосем молодой охотник, учуяв это, кинулся в сторону спасательных больших деревьев, а лось за ним. Испуганный до смерти человек даже не помнил, как он оказался на дереве. Кстати, до этого, когда он подкрадывался к лосю, как-то приметил это большое дерево, на котором он сейчас сидел. Видимо, у него в эти минуты сыграл инстинкт самосохранения, которое и спасло его от трагического исхода событий. Лось, упустив человека, на некоторое время кружил вокруг да около. Собаки все лаяли и лаяли зверя, и, наконец, лось постепенно удалился. Опытные собаки держали лося почти всю ночь, их лай был слышен издалека. Всю ночь не просидишь на дереве. Молодому все-таки надо было как-то спускаться вниз. Угрозы со стороны лося уже не было. Развев костер, он дождался рассвета, коротая в памяти фрагменты былого дня. И вдруг вспомнил про свое ружье. Его-то не было под рукой. В темной ночи искать ружье было бессмысленно. Поэтому он отложил поиски до утра. Когда чуть рассвело, молодой по своим следам пошел на поиски ружья на место происшествия. На снегу отчетливо было видно, где стоял лось, когда он к нему подкрался, место прыжка зверя и место, где зверь его опрокинул. У молодого сильно болела левая локоть. Удар рога лося пришелся именно в эту область. Но между тем ружья нигде не было видно. Не мог же он просто так испариться в воздухе. После восстановления в памяти всех деталей происшествия осталась только одна мысль: ружье забрал лось. Но были сомнения, разве так может быть? След зверя уходил к востоку, в сторону другого ручья. Без ружья гоняться за этим опасным зверем, который нагнал ему столько страху, молодому охотнику не было смысла. Надо было возвращаться в палатку к старшим и посоветоваться. Максим со стариком ждали молодого всю ночь. Они удивлялись, почему так долго собаки лаяли. Когда они с молодым разошлись совсем рано, 18 часам, в это время сумерки уже спускаются. И где он вообще до сих пор? Был бы опытный охотник, на эту тему и речи не было бы. Утром, когда рассвело, старшие охотники пошли искать своего напарника по вчерашнему его следу. Он шел к ним навстречу после проведенной в холодной ночи. Вид у него был сильно мятый, лицо все почернело от сажи, то ли от костра, то ли от горельников, а в глазах никакой радости. Посовещавшись, они обратно вернулись на место происшествия, чтобы еще раз тщательно рассмотреть вчерашнее место неравного боя и выяснить причины пропажи ружья.
После повторного досмотра остались только одна единственная версия. Ружье явно унес лось. Хотя все это выглядело как-то неправдоподобно, но других версий не было. Решено было идти вдогон по следу лося в надежде, чтобы он все-таки им вернет изъятое ружье. Охотники, внимательно читая следы зверя, двинулись вперед. В нескольких местах охотники заметили на деревьях царапины и обломанные ветки кустарников, в которых явно угадывалось вмешательство металлического предмета. Сомнения не осталось, карабин у него. Следопыты шли по следу зверя более километра, и, к счастью, оброненный лосем карабин был найден. Он лежал на снегу, на стороне от следа зверя. Видимо, лось не слишком глубоко одел ружье на свои рога. В противном случае карабин, возможно, остался бы с ним до сброса рогов. Ремень карабина зацепился за рога лося при опрокидывании зверем человека после его выстрела. Выпущенная пуля, как рассказал сам участник происшествия, попала на рог зверя, что, по-видимому, немного изменило ход событий. От удара пули бросок лося, нацеливший рогами прямо на тело человека, исказился чуть в сторону, и мощный удар зверя прошелся вскользь тело охотника, задев только его левую руку. После этого события, как мне рассказывал Максим, молодой охотник стал очень осторожным при подходе на лося, обязательно стрелял зверя из-под засады. Каждый раз после добычи взрослых самцов лося Максим спрашивал у него, не эти ли рога были в тот раз, а молодой отвечал ему, не, те были огромные, как бульдозер. В Якутии, по местным поверьям, все объекты охотничьих зверей и птиц являются дарами Байная, духа охоты и леса. Перед выходом на охоту настоящие охотники по неписанным законам природы каждый раз преподносят дары огню и угощения и упрашивают духа Байная удачи на охоте. Байнай всегда благосклонен к тем людям, которые относятся к нему с уважением и почитанием. Охотник должен брать из тайги только столько, сколько ему необходимо для жизнеобеспечения, не больше. Основы такого природопользования уходят своими корнями в глубину веков, когда не было современной цивилизованной жизни, которую мы все сейчас видим, и когда единственным домом и кормилицей для человека была только она, мать природа. По рассказам опытных охотников, дух тайги Байнай иногда проверяет молодых новобранцев на большую охоту. Нередко подшучивает над ними. Кто выдерживает все тяготы и опасности таежной жизни и вновь стремится туда, тот не расстанется с тайгой до конца своих дней. Заканчивая рассказ, хотелось бы все-таки задаться вопросом на этот случай. Не проделки ли Байная над молодым охотником и не посвящение ли его к большой охоте? Александр Аргунов.